다, помадрия 아주 그 군수에서 패배. Богачурым Цядам. Прежде всего, я хочу поприветствовать всех вас, кто собрался по случаю проведения этих зимних учений Кагью Гунчу. Это прежде всего Его Преосвященство Гошер Гелцап Ринпоче, Абага Ринпоче, также все учителя всех монастырских колледжей Шедр, а также все практикующие миряне, которые слушают эти учения по всему миру. Всех вас я тепло приветствую. Сегодня я хочу продолжить учение, которое мы начали позавчера. И сегодня я хочу говорить о древних методах перевода. То есть методах перевода, которые использовались в прошлом. Причина, по которой я хочу осветить именно эту тему, заключается в том, что, с одной стороны, в наши дни столько различных текстов, принадлежащих авторству великих ученых, пандит прошлого. И тот факт, что нам так легко изучать эти писания, это все лишь благодаря доброте этих великих ученых прошлого, переводчиков, которые перевели все эти тексты, сутры и трактаты на язык, который мы понимаем. И также нам нужно понимать, что сам процесс перевода — это что-то, что является на самом деле очень сложным. Недостаточно просто знать иностранный язык для того, чтобы переводить дхарму. Необходимо обладать различными качествами. И есть много аспектов перевода, которые мы должны обращать большое внимание и быть очень осторожными, когда мы приступаем к этой активности перевода. Что касается меня, я сам перевел несколько текстов дхармы в прошлом. Однако, когда я читаю переводы, осуществленные в прошлом, то я чувствую стыд, что как я вообще могу думать о том, что я И именно поэтому у меня есть особое отношение и уважение к переводчикам прошлого. Поэтому я хочу рассказать вам об этом, чтобы у вас также возникло такое особое чувство отношения к этим мастерам прошлого. И прежде всего мы взглянем на то, как эти переводы осуществлялись в Китае. В Китае дхарма была переведена на несколько столетий раньше, чем в Тибете. Этот процесс начался в первом веке нашего века. Первый век нашей эры это примерно на 6 столетий раньше, чем то, как этот процесс начался в Тибете. Хотя в Тибете, что касается Тибета, есть разные оценки, когда этот процесс начался. Есть наиболее распространенная оценка, что
учения Дharмы стали систематически переводиться в Тибете во время правления императора по имени Сунцэн Гампо. И почему у нас есть основания для того, чтобы утверждать это? Поскольку в монастыре Самье есть колонна, на которой содержится упоминание о том, что процесс перевода и распространения Дharмы в Тибете начался именно во времени правления Сунцэна Гампо. И если мы взглянем на источники знания о тибетской истории в Китае, то в династии Танг есть хроники, исторические хроники, в которых говорится, что Тонми Самбута был тем, кто который изобрел тибетское письмо. Если мы посмотрим на имя Тонми Самбута, то это Будда, в последней части его имени, либо Бодhi, это любой человек из гималайского региона может называться Будда, либо Бодhi, не обязательно тибетец, это может быть и буданец, и любой другой гималаец. Ну, как бы там ни было, этот человек, которого звали Тонми, он считается основателем тибетского письма. И позже, во время правления императора Трисонга Дэцэна в 8 веке нашей эры много индийских мастеров было приглашено в Тибет. Среди них был аббат Сандаракшита, а также гуру Ринпоче Падмасамбхава. И именно они возвели первые монастыри, такие как монастырь Самье. И первые тибетцы стали монахами. Первые монашеские обеты были дарованы именно тогда. И в Самье был создан первый центр перевода Дharмы. И в этом центре перевода, в этой переводческой школе Самье и было переведено большинство текстов этого первого имперского периода. И в то время индийские пандиты, ученые, трудились над переводами вместе с тибетскими переводчиками. То есть перевод всегда осуществлялся в паре. Всегда тибетский переводчик Лацао сотрудничал с индийским ученым пандитой. Затем после этого редактор снова изучал перевод и проверял его вместе с пандитой и определял, соответствует ли перевод санскритскому тексту или нет. И этот перевод таким образом проверялся много раз, просчитывался и исправлялся много раз. И мне кажется, что этот процесс не мог осуществляться по-другому, поскольку к нему относились со всей внимательностью, со всей осторожностью. Мне кажется, что в то время была большая связь между Тибетом и династией Танг в Китае. И поэтому тибетцы, когда они определяли в том, какую систему перевода текстов выбрать, то много чего они именно взяли в китайской системе перевода. Однако в истории нет каких-то источников, которые говорили, что тибетцы переняли китайские методы перевода. Мы нигде не можем найти свидетельств об этом. Однако, по моему мнению, именно так и было. Почему? Потому что между правящей элитой Тибета и правящей элитой династии Танг в Китае была такая тесная связь.
Именно поэтому китайцы, возможно, многое взяли из переводческой системы Китая. И в то время в Тибете много тибетских переводчиков вместе с индийскими учеными Алацавами также создали первый лексикон, первый санскритско-тибетский словарь, который известен на своем санскритском имени Махавьюдпади, либо Великий лексикон. И у этого текста также было и дополнение, которое известен под тибетским именем Драджора Бамбонипа, второй том, в котором объяснялся метод перевода терминов санскрита на тибетский. И все это было осуществлено под патронатом императора. Например, в этом втором томе Драджора Бамбонипа содержатся инструкции, наставления императора о том, для Сунцзянга о том, как необходимо переводить Дharму. Лида Сунцзян был сыном Трисонга Дацина, и именно во время его правления были определены очень четкие правила перевода текстов. И этот процесс подробно объясняется в истории Дharмы, тексте, который называется «Ду». И в это время, когда Махавьюдпади и второй том Драджора Бамбонипа были созданы, это примерно 9 век нашей эры. Кроме того, в то время были составлены каталоги всех переведенных работ, всех переведенных текстов. Самые первые каталоги — это Пангарма и Данкарма каталоги, имперские каталоги. И в каталоге Пангарма содержатся также наставления и принципы перевода. И когда мы пытаемся определить, когда был переведен тот либо другой текст, то нам необходимо проверять, содержатся ли эти тексты в этих каталогах. И кроме этих двух каталогов Пангарма и Данкарма есть еще один третий каталог, который называется каталог Чимпу. Однако он не дошел до наших дней, и поэтому у нас есть всего 2 каталога в наши дни. И в них содержится много названий текстов, сутр, шастр, которые были переведены. Но если мы спросим, все ли тексты, которые были переведены, включены в каталог, то, возможно, нет. Почему? Потому что каталог Пангарма — это все, что содержалось, либо было переведено и затем содержалось в дворце Пангарм, тогда как Данкарма каталог — это собрание всех переводов, которые содержались в дворце Денгар. И я бы хотела более детально рассказать о процессе перевода Дharмы на тибетский. Однако сегодня главное, о чем бы я хотел говорить, это перевод Дharмы в китайской традиции. Почему? Потому что мы с вами говорим о 30 стихах, 30 строфах Васубанду и опираемся на китайский комментарий к этому тексту, комментарий Сюанцаня. Поэтому нам нужно знать, как же переводились тексты в китайской традиции.
Этот процесс в Древнем Китае очень отличался от того, как это делается в наши дни. В наши дни, как правило, есть один переводчик, который переводит текст, какой-то текст. Есть исключения, когда работают переводческие группы, которые сотрудничают над переводом текстов. Например, может быть какая-то группа переводчиков, которые переводят какой-то текст, какую-то книгу. Однако в прошлом тексты переводились всегда переводческой группой. Подождите минутку. 알았어. Я хочу показать презентацию, но что-то она не хочет показываться. Итак, я хочу прежде всего говорить о том, как в китайской традиции осуществлялись эти переводы. Прежде всего, когда они были переведены. Говорится, что этот процесс начался во время правления династии Хань и продолжался во время правления династии Сунг. То есть, начиная с конца II века нашей эры до XI века нашей эры, примерно 900 лет. И то есть было правление династии Танг, затем династия... Сначала было правление династии Хань, затем династия Тан, затем династия Сунг. И я хочу рассказать о том, как все это началось во время правления династии Хань и династии Танг. Мне сегодня, скорее всего, не будет времени продолжить рассказать о том процессе, который имел место во время правления династии Сунг. Возможно, позже у меня будет такая возможность. Итак, это время, когда тексты Дharмы были переведены на китайский, это примерно 900 лет. Такой же метод использовали эти переводчики древности в Китае. Они работали в переводческих группах. То есть, так как сейчас, например, в монастырях есть специальное помещение для обучения, например, помещение монастырских колледжей, шедр, то в прошлом при монастырях были особые места, особые помещения, которые посвящались деятельности переводческих школ. И именно в этом особом здании собирались много людей, которые разделяли работу над определенным переводом. И это разделение труда было очень четко определено. Они очень четко определяли, кто делал что и за что отвечал. И поэтому главной особенностью является то, что в прошлом многие люди собирались вместе и переводили тексты вместе, в отличие от того, как сейчас это делается, что в основном большинство переводчиков работают по одному. Итак, это все началось во время правления династии Хань. И именно во время правления династии Хань Дхарма начала распространяться из Индии в Тибет.
И на протяжении этих 900 лет, когда все эти писания были переведены на китайский, те, кто возглавлял переводческий процесс, большинство из них были не китайцами. То есть главными, кто отвечал за процесс перевода, в основном это были индийцы. То есть это все... На китайском есть особое слово, которое определяет выходцев из западных регионов. Выходцы из западных регионов означают любые земли на запад от Китая. То есть это и Тибет, и Индия. И как бы там ни было, в основном такой процесс возглавлялся не китайцами. В основном это были выходцы из Индии. Некоторые из них были монахами, но многие из них также были не монахами, но мирянами. И именно они были главными, отвечали за процесс перевода. В этот первый период правления династии Хань было очень мало этничных китайцев, кто мог возглавлять этот процесс перевода. Среди этих редких исключений были великие переводчики, такие как Сюань Цянь и переводчик Парамарта. И это некоторые исключения. Это те переводчики, которые были китайцами. Тогда как большинство главных переводчиков, они были не китайцами. И проблема в том, что эти индийские мастера, они не знали китайского. Поэтому они нуждались в устном переводчике. То, что по-китайски называется чуанью. То есть все, что они говорили, переводилось на китайский, устно. К примеру, они говорили на санскрите либо другом разговорном индийском языке, и все это переводилось на китайский. И если вы подумаете о переводчике, то, конечно, первое, что приходит на ум, это то, что переводчик должен знать язык. Переводчиком может быть только тот, кто знает другой язык, на который он или она переводит. Еще возникает вопрос, как же так, что этот главный переводчик не говорил по-китайски, и при этом весь процесс был переводом на китайский язык? Отвечая на этот вопрос, я хотел бы описать подробно весь процесс перевода на китайский того времени. Итак, обычно, если необходимо было перевести какой-то текст, то необходимо было знать не только санскрит. К примеру, такой индийский мастер, если он просто знал санскрит, этого недостаточно. К примеру, в наши дни есть иностранцы, к примеру, они знают немного тибетского и сразу же начинают переводить с тибетского. В прошлом, в древности этого было недостаточно. Просто знание языка было недостаточно. То, что сейчас люди делают с большой уверенностью, если кто-то просто знает немного тибетского, он сразу же берется за перевод. В прошлом этого было совсем недостаточно. Такая квалификация была недостаточно. Кроме досконального знания языка, такой переводчик должен был обладать глубоким пониманием смысла того текста, который он собирался перевести. Не просто понимание, а глубокое понимание смысла этого текста. Не просто понимать язык, но понимать смысл текста.
И поэтому эти переводчики должны были быть очень большими знатоками трипитаки, всех трех корзин писаний Будды. Также они должны были очень хорошо знать учения, как сутры, так и тантры. И это было необходимостью, необходимым условием. Почему? Потому что если этот главный переводчик, который также назывался великим переводчиком на тибетском, легче сказать, великий переводчик, как бы там ни было, этот главный переводчик, если манускрипт, рукопись была на санскрите, то он должен был прежде всего понимать, что там было написано, смысл того, что было написано. И просто понимать недостаточно, он должен был быть способен объяснить все эти значения, которые содержались в этом тексте, всем участникам этой переводческой команды, то есть всем помощникам, всем ассистентам, которые принимали участие в процессе перевода. Этот главный переводчик должен был объяснять. К примеру, то, что мы называем переводческая школа по-китайски «тян», то это второе слово «чан» означает школу либо монастырь. То есть это место, в котором преподавалась дарма и изучалась дарма. Поэтому это не просто перевод текста, но изучение текста и преподавание текста. Поэтому прежде всего эти переводческие школы были местом изучения и преподавания школы. То есть это такой определенный дарма-колледж, в котором также осуществлялся процесс перевода. Любой текст, который переводился, он также излагался, разъяснялся. И метод заключался именно в этом. Не просто переводить, но также объяснять и учить во время того, как текст переводится. И согласно хроникам, этот метод впервые начал применяться во время правления императора династии Хань по имени Хуанди, когда мастер по имени Аншига, который был из Персии, это древнее название Ирана. И много персов в то время как раз и переводили дарму в Китае. И текст, который он переводил, это была сутра. Мы не знаем, был ли он монахом, либо мирянином. Он переводил текст, который называется «Янчирюджин». Я не уверен, как это будет переведено, как это перевести на тибетский. Об этом не было, когда он переводил этот текст на китайский. И также он параллельно давал разъяснение смысла этого текста. Именно согласно хроникам, это и был метод перевода. Кроме того, во время того, как переводчик переводил текст, он разъяснял текст. И все ассистенты переводчика могли задавать любые вопросы, любые сомнения, любые вопросы, которые у них были, они могли спрашивать об этом. Именно поэтому главный переводчик должен обладать очень глубоким пониманием того текста, который он переводил. Почему? Потому что все эти помощники, они могли создавать много трудностей этому главному переводчику, задавая все эти разнообразные вопросы.
И кроме того, им разрешалось не соглашаться с интерпретацией главного переводчика. И многие из этих ассистентов, они спорили, вступали в дебаты с главным переводчиком. И в этом также заключался процесс перевода. Он содержал в себе этот аспект диспута, когда помощники переводчика дискутировали с главным переводчиком. К примеру, среди всех переводчиков, которые переводили Дharmu в Китае, главным был Кумараджива. Именно Кумараджива перевел Праджнапарамиту в 100 тысячах строфах. И также он перевел текст, который называется «Шастра, обосновывающая истину», «Сатья Сидди Шастра». И содержится воспоминание о том, что он часто вступал в дискуссии и диспуты со своими помощниками во время процесса перевода этих текстов. Кроме того, другой переводчик, который по-тибетски называется Чосун, на санскрите, возможно, его звали Дharmarакша. И он перевел Махапаринирвана сутру Великой Паринирваны. И есть также тибетский перевод с китайского этого текста. И согласно воспоминаниям, когда Дharmarакша переводил этот текст с санскрита на китайский, в окружении присутствовало больше сотни монахов и мирян, и они создавали много трудностей, препятствовали процессу перевода всеми этими дискуссиями и вопросами. И все это привело к тому, что Дharmarакша не смог продолжить перевод и должен был прерывать процесс перевода. Именно так говорится в воспоминаниях об этом. Это такие примеры о том, каким глубоким пониманием сути переводимых текстов должны были обладать эти главные переводчики, отвечающие за процесс перевода. Поэтому, если эти главные переводчики, не до конца понимали смысл того, что они переводили, если у них не было уверенности в этом понимании, они не могли бы рассеять все сомнения всех присутствующих, не могли бы ответить на все их вопросы. Также в V веке нашей эры монах из Хаши, его звали Дао Тай, он был китайцем. И он переводил трактат, который называется «Трактат о великом существе Махапуруша», Махапуруша Шастра. А также он переводил трактат «Введение в Махаяна Аватара». И он закончил эти два трактата, переводить эти два трактата, но также затем он должен был приступить к переводу великого объяснения Абхидharma Махавибаша Шастры. И он очень колебался, он не хотел начинать, не хотел приступать к этому третьему переводу Абхидharma Махавибаша Шастры. И в то время в Китае пришел мастер по имени Будда Варман, и Дао Тай пригласил его в качестве главного переводчика, а сам стал для него помощником вместе с 300 другими помощниками. Именно таким образом они перевели Абхидharma Махавибаша Шастру.
у нас может возникнуть вопрос, почему Даотай поступил так? Он уже перевел 2 великих шастр. Почему он так боялся приступить к переводу этого 3-го трактата по Абхидхарме? Ответ заключается в том, что он глубоко понимал, очень хорошо знал 2 первых трактата, однако, что касается 3-го, он не до конца овладел пониманием значения этого трактата. Именно поэтому он посчитал недопустимым для себя взяться за эту работу и пригласил другого ученого Будду Вармана возглавить этот процесс. И следующий вопрос, который возникает, это зачем им нужно было учить Дharме во время процесса перевода Дharмы? Зачем они должны были делать эти 2 вещи одновременно, переводить и дискутировать? Для этого есть причина. Причина заключается в том, что если мы хотим понять Дharму, нам необходимо рассеять все сомнения по поводу этой Дharмы. И изложение, разъяснение Дharмы во время процесса перевода — это была одна из обязанностей главного переводчика. Они разъясняли Дharму для того, чтобы все слушатели могли рассеять свои омрачения и избавиться от страданий. И в этом заключался смысл этих дарованных учений. Однако зачем же дискутировать? Не просто учить Дharме, но проводить дебаты по поводу Дharмы. На самом деле это древняя индийская традиция. Это традиция, индийская традиция Дharмы — это традиция диалога. Вы можете видеть это в многих сутрах, когда Будда вступает в диалог со своими учениками. То есть все учение дается в ответ на какой-то вопрос, и во время дарования этих учений ведется диалог, либо диспут по какому-то вопросу. К примеру, есть такое воспоминание о том, что когда Будда даровал великую сутру о памятовании дыхания, напевно, не могу сказать, как она называлась на пали, напевно, Сатипатана сутру. Я думаю, так она называлась на пали. Итак, согласно истории, когда Будда учил этой сутры, ни у кого не было вопросов по этому учению. И тогда у Будды не было другого выбора, как проявить вторую эманацию себя, то есть вторую эманацию Будды. И тогда эта вторая эманация задавала ему вопросы. Он первой эманацией отвечал на эти вопросы. То есть все равно это учение даровалось в диалоге. То есть один даровал учение, одна эманация даровала учение, другая задавала вопросы. И первая на них отвечала. Почему? Потому что когда ведется такой диалог, когда задается вопрос, по содержанию учения и дается ответ на любое сомнение или на любой вопрос, тогда у слушателей будет лучшее понимание того, о чем даруется учение. Именно в этом и заключается цель этой традиции диалога, цель традиции дарования Дharмы как диалога. И именно так Дharma даровалась в Древней Индии. Когда Дharma распространилась из Индии в Китай, вместе с ней этот стиль
дарования учения также распространился вместе с ней. То есть тот мастер, о котором я только что упоминал, Аншига, во время он переводил, он как раз и придерживался этой древней индийской традиции. И это традиция, которая была введена древнеиндийскими учеными-пандитами. И также эта традиция диалога была очень важна также потому, что в то время в Китае не было никакой дharмы на китайском. Вся дharма была на санскрите. И китайцы было очень немногочисленное количество тех, кто мог прочитать эти учения на санскрите. В основном никто не знал, в тот первый период перевода дharмы, никто не знал еще санскрит, и поэтому они не могли сами просто взять и прочитать эти учения. Именно это было особенностью этого первого периода перевода дharмы. И именно поэтому великий переводчик, либо главный переводчик, он разъяснял смысл того, что он переводил. И давайте на этом сделаем перерыв. Итак, на чем мы остановились, это то, как Аншига переводил в индийском стиле дарования учений. То есть он хорошо знал санскрит и также хорошо знал китайский, поэтому он мог разъяснять сутры, которые он переводил на китайском. И среди переводческой команды также было несколько членов переводческой команды, которые знали санскрит. Однако большинство не знали санскрит. И во время того, как он первый раз разъяснял текст, все присутствующие записывали. И благодаря этим записям, то есть это записи, которые делали слушатели во время устного учения. И в результате этого первого собрания этих записей, первый письменный перевод, возникал первый письменный перевод на китайский. И это было большое достижение, поскольку это был такой первые тексты на китайском, которые другие могли изучать, и именно благодаря этому дharma могла распространяться в Китае. Затем, позже, во время правления императора династии Хань по имени Лингди был переводчик, которого звали Локакшема. И затем еще переводчик по имени Ан Сюань был персом. И то есть Ан Сюань — это его китайское имя. На самом деле он был персом. И именно они в тандеме начали переводили дharму во время правления императора Лингди. И двое этих мастеров, как Локакшема, так и Ан Сюань, они хорошо знали китайский.
И, однако другие мастера не знали китайского. К примеру, когда была во время того, как родил мастер, который на китайском известен как Шуо Фу, он переводил Прадьютпадана Будда Самукхаяс, Будда Самади Сутра. И в то время, когда этот Шуо Фу, тот, кто был известен под китайским именем Шуо Фу, возглавлял этот перевод, он не говорил на китайском, поэтому Локху Кшема служил его устным переводчиком. И это, возможно, первое свидетельство о том, когда текст был переведен индийским мастером благодаря переводу, устному переводу на китайский. И в любом случае, о чем это нам говорит? Это говорит о том, что в этот первый период перевода Дharma на китайском главные переводчики, некоторые из них говорили по-китайски, но большинство из них не говорили, поэтому они опирались на помощь китайских устных переводчиков, которые переводили их учения на китайский, и благодаря записи этих учений возникали первые переводы на китайский, то есть это переводы с устных разъяснений, то есть это не письменный перевод. И именно такое было начало процесса перевода Дharмы на китайский. И затем, как я уже отметила, этот процесс занял примерно 900 лет, на протяжении которого эта традиция была установлена и развилась. И в чем заключается благо от сочетания учения и перевода? И я хотела бы рассказать об этом. Есть два главных аспекта, о которых я хотела бы говорить прежде всего. Эти два первых аспекта вполне очевидны. Прежде всего, буддийская философия еще не была перенесена, не была хорошо развита в Китае. И кроме того, два языка, санскрит и китайский, они очень различаются, то есть они очень отличны. И поэтому в этом заключается большая проблема в переводе с санскрита на тибетский. И в этом заключаются две главных особенностей. То есть первое — это то, что философия буддизма была совершенно новой в Китае. Она была привнесена в Китай из Индии. Это было что-то совершенно новое, что еще не распространялось в Китае. А второе — это то, что санскрит и китайский очень отличаются. Например, китайский — это не тот язык, который опирается на алфавит. Санскрит опирается на алфавит. И поэтому переводить язык, который опирается на алфавит, на язык, который на него не опирается, это очень сложно, поскольку возникает проблема перевода терминологии. И также нужно принять во внимание то, что у любого термина на санскрите есть разнообразие значений, разнообразие смыслов, и эти смыслы очень многочисленны. И если мы выбираем какое-то
какое-то одно слово, например, одно слово на китайском, которое будет переводить этот какой-то термин на санскрите, то всегда будет иметь место ограничения смысла. Именно поэтому очень важно было со всей внимательностью изучать значение всех смыслов на санскрите и затем искать соответствие на китайском. И в этом был большую пользу приносил именно процесс дискуссии. Почему? Потому что они могли во время дискуссии сравнивать свои идеи и свои мнения о том, как лучше переводить терминологию. Они обсуждали это, и в этом процессе обсуждения они могли перевести могли перевести какой-то текст наилучшим образом. Именно поэтому китайские переводы, они хорошего качества, поскольку они очень внимательно относились ко всем деталям, ко всем особенностям того, что они переводили. А в обратном случае перевод мог быть очень удален от оригинала. Итак, второе, когда они переводили на китайский, то этот процесс был двойственным, то есть иногда в одно время даровали учение, в другое время они посвящали время дебатам. И благодаря этому все те люди, которые пребывали в переводческой школе, принимали участие в процессе перевода, они одновременно учились у того либо другого мастера. То есть обучение ничем не отличалось от процесса перевода, поскольку главный переводчик объяснял каждое слово, каждый термин, то таким образом они как раз и могли изучить доскональным образом смысл как слов, так и общий смысл значения текста. Поскольку если кто-то не обладает пониманием дхармы и просто будет читать какой-то текст, то те слова, либо термины, которые он либо она не понимает, будем просто их пропускать и идти дальше. Однако же, если мы изучаем текст в процессе перевода, мы не можем пропустить ни один термин. Нам необходимо понимать каждое слово. Нам необходима способность разъяснить смысл каждого слова. И это совсем нелегко. И именно поэтому было важно иметь несколько копий одного и того же манускрипта, одного и той же рукописи. Почему? Потому что в рукописях часто содержатся ошибки. Если в одной версии манускрипта содержится ошибка, то можно было проверить тот либо иной случай в другой рукописи. И также такой процесс поэтому также включал сравнительный анализ источников, письменных источников. И все, кто принимал участие в этом процессе, они получали полное разъяснение от первого до последнего слова всего, что написано в том либо ином тексте. И поэтому эти ученики, они получали очень хорошую подготовку, очень хорошую тренировку, и благодаря этому они стали учителями дхармы. Они обрели способность учить дхарме сами. Поэтому эти индийские мастера объясняли дхарму, и
все присутствующие записывали это объяснение, и затем на этих записях составлялся перевод. И затем те, кто позже учил этим текстом на основе, этим переводом, были как раз те же ученики, которые получали эти разъяснения. К примеру, есть история о монахе по имени Фаченг, который был изначально был помощником индийского пандита Дharmarакши. И он получил от него разъяснение Махапаринирвана Сутры. И благодаря этому разъяснению он обрел понимание как слов, так и смысла этого текста. Главным китайским переводчиком в этом процессе был мастер по имени Ши Сонг. И Ши Сонг, он был как помощником, также был помощником Будда Вармана. Поэтому мы можем видеть, что эти роли помощников и учителей, они в какой-то момент пересекались. Потому что ученики после обучения они обрели способность учить дharме и распространить дharmu. И почему? Потому что они были теми, кто получил это доскональное разъяснение слов и смысла всех тех текстов, которые они изучали и переводили. И благодаря этому все присутствующие в переводческой школе стали учителями дharмы. И именно так и развился процесс распространения дharмы. И таким образом процесс перевода имел эти две функции. Первое — это перевести санскритские писания с санскрита на китайский. И это именно благодаря этому были переведены все эти писания на китайский. И второе — это то, что все слушатели, все участники этого процесса смогли познать значение всех этих писаний и затем также смогли учить этой дharме других. Итак, и следующее. Я хочу говорить о втором. Второй период — это период 300 лет до правления династии Суй. И этот период называется периодом диспутов. И в то время правили много разных правящих династий, однако на протяжении 300 лет до начала правления династии Сюй Китай переживал момент раздробленности, и в то время были главными правящими династиями были так называемые северные и южные династии. И во время этого также как на севере, так и на юге были свои переводческие школы, в которых принимали участие между несколькими сотнями до нескольких тысяч участников. Например, один из самых известных переводчиков этого времени, мастер Кумараджива, это очень известный переводчик в китайской истории. Именно в этот момент он переводил, в этот период он переводил в Китай,
то возникает вопрос, сколько помощников у него было. У него было 3000 помощников. Во время этого процесса перевода вместе пребывали 3000 человек. Это похоже на проведение Кагью Гунчу. Например, в Кагью Гунчу принимает участие примерно 1500 людей, то есть это в 2 раза больше, чем все участники Кагью Гунчу. И представьте, все эти 3000 людей, собранных вместе, такая толпа, как же они могли работать? Ведь смысл был не в том, чтобы собраться, но трудиться вместе над переводом. Тоже как-то вопрос, как же они могли вместе работать. Ответом на этот вопрос, чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего нужно понять, а зачем они собрались вместе. Ответ в том, что они не просто переводили, они получали разъяснение учений. Именно поэтому многие миряне и монахи, они хотели получить учение новой дхармы, и поэтому они шли в эти переводческие школы. Но поэтому в эти переводческие школы собиралось несколько тысяч человек. И именно особенности, поскольку Кумараджива был таким известным переводчиком, в его окружении собиралось так много людей. Итак, когда Кумараджива жил в Гуанчжоуге, в Западном Китае, у него было 3000 учеников. И эти 3000 учеников, они были не только из Гуанчжоунга, они приходили со всех регионов Китая. И они, в то время, как я уже сказал, Китай был раздробленным на мелкие княжества, и все эти люди приходили из разных частей Китая. И поскольку Кумараджива был таким известным и таким ученым, знатоком Трипитаки, всех собраний Писаний, люди так хотели получить от него дхарму, то учение дхармы. Итак, у Кумарадживы было 3000 учеников, 3000 помощников. Но у других, это было таким исключением, но у других переводчиков также было много учеников. К примеру, в регионе, который называется Хэкси, у Дharmakshema было 500 учеников. В Джангдонге был мастер Гунабадра, у которого было 700 учеников. В Лоянге мастером Бодхиручи было более 1000 учеников в своей переводческой школе. То есть, как бы там ни было, все эти переводческие школы процветали в Западном и Южном Китае. В этих школах были 1000 людей. 1000 людей, то есть эти школы действительно процветали. И следующий вопрос, который у нас может возникнуть, если столько людей собирались вместе, преодолели столько усилий, они прилагали столько усилий, чтобы получить эти учения, то как же это способствовало самому процессу перевода? Представьте процесс перевода, в котором принимали участие несколько тысяч человек. В чем суть, в чем благо от этого? Как я уже сказал, они могли задавать вопросы, чтобы получить разъяснение любых сомнений. Были ли, кроме этого, у них какие-то обязанности?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понимать, как дарма преподавалась в то время и как делали записи этих учений в переводческую школу. Прежде всего, для китайских учеников, которые не знали иностранный язык дармы, например, они не знали санскрит, либо другой язык, им необходимо было получить разъяснение этого текста на китайском. Если учитель мог говорить на китайском, он учил на китайском, если нет, он полагался на помощь переводчику. И это самое первое, что они должны были делать. И сам процесс выглядел таким образом. Сначала главный переводчик читал манускрипт, читал рукопись на санскрите от начала до конца. Прежде всего, этот текст читался на санскрите. После того, как текст прочитывался один раз на санскрите, тогда любое учение, например, как Парамита Хридая Сутра, другая сутра, должна была прежде всего прочитаться на санскрите, а затем этот текст разъяснялся на китайском. То есть, к примеру, начинаем с названия Прагня Парамита Хридая Сутра, сутра сердца запредельной мудрости. Что такое прагня, что такое запредельная мудрость, что такое сутра, что такое хридая, сердце и так далее. То есть каждый из слов разъяснялось таким образом. И это разъяснение либо даровалось на китайском, если мастер говорил на китайском. Если нет, то мастер говорил на санскрите, переводчик разъяснял это на китайском, переводил это на китайский. И как бы там ни было, все присутствующие при этом должны были делать записи. И тогда не было никаких записывающих устройств, и единственный метод, на который они полагались, они делали записи. Именно это та должность, которую мы называем писец. Тот, кто записывает на китайском, это называется бишоу. И бишоу, он должен записывать каждое слово. Если они упускали какое-то слово, то в переводе было бы какое-то упущение. Именно поэтому они должны были делать заметки по каждому разъясненному слову. И этот процесс делания записи, составления записи на китайском, это был лишь первый шаг. Этого было недостаточно. Это самое начало процесса. Причина этого в том, что после того, как делалась запись всех слов, тогда главный переводчик должен был даровать разъяснение каждого слова и разъяснить это слово означает это, либо то, например, прагня значит мудрость, имеет такие смыслы, прагня, парамита означает то, либо другое. То есть объяснять каждое слово, смысл каждого составляющего. И
у любого присутствующего при этом, если у них возникал вопрос, они могли задать этот вопрос. И также, если они с чем-то были не согласны, то они могли дискутировать по этому поводу. И в конце концов, когда у них уже не было, и пока они должны были продолжать идти в учение, пока возникали такие вопросы, пока все эти сомнения не были разъяснены. И в результате этого процесса как слова, так и значения на китайском были совершенны. То есть результатом этого процесса было совершенство передачи как слов, так и смысла. Во время правления, во время деятельности переводчика Парамарты, во время правления династии Чэнь, он переводил тексты Читтаматры. И по поводу этого процесса перевода говорится, мы дискутировали по каждому слову постоянным образом, пока переводили его. И это именно то, каким образом эти новые термины Читтаматры, например, 8 типов сознания и другие, были переведены на китайский. Что нас интересует в этом процессе, это то, что они дискутировали по поводу каждого слова. Этот процесс длился бесконечно, то есть они проверяли каждое слово, значение каждого слова. И в результате как слова, так и значения этих слов были совершенны. То есть в конце концов все согласились, что да, это совершенно. Это и есть то, к чему мы стремились. Пока это не было достигнуто, они продолжали идти в дискуссию. И теперь вернемся к тому положению вещей, которое я уже описал. Кроме переводчика и писца, которые обязательно присутствовали во время разъяснения текста главным переводчиком, и у этих двоих были собственные обязанности. Но кроме этих двоих, во время этого присутствовали еще сотни других людей. И у них не было каких-то особых обязанностей. Тем не менее, они принимали участие в процессе. То если у них не было каких-то особых обязанностей, то что же они делали? Что они просто сидели, задавали вопросы и вступали в дебаты? Не только это. Дело в том, что все эти люди также должны были делать заметки. То есть, когда главный переводчик разъяснял текст, переводил и разъяснял текст либо на китайском непосредственно, либо на санскрите, и затем с помощью перевода на китайском, но все присутствующие должны были делать заметки, должны были записывать все это. То есть не только главный писец должен был записывать это, но все присутствующие, все слушатели. И эти все заметки, они были очень важны во время определения самого текста перевода. Когда перевод уже вступал в заключительную стадию, тогда все эти заметки собирались, и все эти заметки сравнивались для того, чтобы определиться с заключительной версией перевода. И именно поэтому присутствие стольких людей во время этого процесса было столь важным. И
Как вы все знаете, санскрит и все другие индоарийские языки, они очень сильно отличаются от китайского. Это совершенно другая группа языков. И именно поэтому во время перевода дharмы с санскрита на китайский необходимо было определиться с лучшими вариантами перевода терминологии. Нужно было найти китайское слово, которое соответствовало термину на санскрите. И это совсем не так легко. Очень сложно найти такие слова. И если, к примеру, если главный переводчик говорит по-китайски, он может просто сказать «это так». Однако, если переводчик не говорит на китайском, тогда это становится еще более сложным. Поскольку если этот главный переводчик не знал китайского, у него не было никакой возможности исправить вариант перевода на китайском. К примеру, возьмем Кумараджива. Он переводил лотосовую сутру, сутру Белого Лотоса истинной Дharмы, Сударма Пундарика, сутру. И кроме того, Лотосовая сутра была также переведена мастером Дharmarакшей. И когда этот сутру переводил Кумараджива, он использовал перевод мастера Дharmarакши. И на пятой странице есть один стих, в котором содержится термин, который Дharmarакша перевел на китайский. И смысл этого заключался в том, что обитатели божественных миров могут видеть людей, но люди не могут при этом видеть богов. То есть Дharmarакша перевел этот термин, и Кумараджива анализировал этот перевод и пришел к выводу, что этот термин, который Дharmarакша выбрал на китайский, соответствовал смыслу, однако стилистически это не был наилучший выбор на китайском. И тогда один из помощников, один монах, он предложил перевести этот термин по-другому. И это очень понравилось Кумарадживе. Он согласился с этим и сказал, именно так мы и сделаем. Люди этот термин лучше передавал смысл того, что люди и боги взаимосвязаны, и боги могут видеть людей, а люди не могут видеть богов. А смысл, переданный смысл был тем же, но стилистически этот термин на китайском был намного лучше. И он поэтому так понравился Кумарадживе, и он согласился с этим. Кумараджива был очень известным переводчиком. Он очень хорошо овладел китайским. И тем не менее, даже он должен был слушать мнение своих китайских помощников. То есть, если даже ему нужно было так поступать, то о других не следует, нет необходимости даже упоминать. И мне также кажется, когда мы выбираем какие-то термины и пытаемся их перевести
И у нас возникает мнение по этому поводу, что является лучшим. Трудно определиться в этом, если мы принимаем такое решение лично. А если в процессе в процессе участия принимает несколько людей, тогда будет легче. Почему? Потому что у других может быть другое мнение. И в результате можно найти верное слово, верное соответствие. Одного человека, какие бы усилия он ни прилагал, возможно, он так и не сможет найти верное соответствие. Именно поэтому участие нескольких людей является такой важным. Второе, проблема заключается в том, что буддистские философские термины очень сложны. Их очень сложно перевести. Почему? Потому что на санскрите слова могут состоять из одного слова, либо нескольких слов. Возьмем, к примеру, термин «бодхи», просветление, пробуждение. Он был переведен на китайский одним символом джуэ, а слово «дхарма» на санскрите это два слога. Однако на китайский он переведен одним слогом «фа». Поэтому какое-то правило было в том, что если санскритский термин нельзя перевести одним слогом, лишь тогда можно было использовать несколько слогов. Возьмем другое санскритское слово «гуна». «Гуна» означает «качество». И Гонда было переведено на китайский несколькими словами, двумя слогами, как Гонда, а санскритское слово «славный» Шри также было переведено двумя слогами, как Джи Сянь. И это такая сложность перевода терминологии. И во время поиска китайских соответствий нужно было принимать во внимание все значения этих слов на китайском. На китайском, кроме того, у китайского языка своя грамматика, правила, которые также следовало соблюдать. И для того, чтобы соблюдать правила китайской грамматики, необходимо было убедиться в том, что термин передавал также тонкие значения. Как вы знаете, у любого термина, у любого понятия есть также тонкие значения. И способен ли перевод передавать эти тонкие значения? Есть одна смешная история по этому поводу. Есть, например, китайское слово «вулу». На тибетском обычно переводим это как «сагмы», «незагрязненный». То есть свободный от любых омрачений, к примеру, свободный от омрачения, привязанности и так далее. То в чем же заключается главное значение этого термина? И на санскрите этот термин ашрава. Ашрава буквальное значение — это то, что не протекает, что ничего не теряет. Ашрава. На самом деле это буквальное значение, а значение смысла — это не загрязненное, либо не омраченное. И
И был один монах, которого звали Неомраченный. И он никогда не пользовался туалетом. Он никогда не видел, чтобы он ходил в туалет. И даже если он ел, даже когда он ел, он никогда не ходил в туалет. То есть буквально тот, который никогда не протекал. И поэтому они назвали его этим именем. Тот, кто никогда не протекает ашраву. То есть это буквальное понимание, понятие, тогда как истинное значение или значение смысла — это не протекающий, но тот, кто свободен от любых обращений, от любых загрязнений. Именно поэтому мы не можем переводить термины, лишь опираясь на их поверхностный смысл. Мы должны искать глубокие смыслы. Да, лишь затем с пониманием этих глубокого смысла переводить термины. И есть другая история по поводу перевода 7 пунктов от тренировки ума. Сейчас, в отличие от прошлых времен, у нас есть словари, и язык семистров очень сложный. Это язык Кадамбы. И возник вопрос по поводу одного термина. И этот термин может иногда пониматься как пропасть. Именно так он означал, именно так он фигурировал и в переводе, что вражда должна быть сброшена в пропасть. И именно так это было переведено. И почему так произошло? Сбросить вражду в пропасть. Потому что буквальное значение этого слова может быть пропасть. Однако именно так оно может фигурировать в словаре. Однако истинное значение может отличаться. И следующий вопрос, о чем нам следует говорить, это функция писца. То есть писец, он должен был записывать все, что разъяснялось во время передачи этого перевода любого текста. И кроме того, также он должен записывать это сам, а затем также он должен был в конце собирать все заметки всех присутствующих и сравнивать их, и для того, чтобы удостовериться, что в его собственных заметках нет никаких ошибок. И именно после этого этот завершенный китайский текст необходимо было снова сравнить с санскритским текстом. То есть кто-то должен был сделать это сравнение. Лишь после такого сравнения можно было завершить процесс перевода. В тибетской традиции есть переводческая должность, которая называется редактор-переводчик. Это тот, кто завершает перевод, доводит его до завершения. И, например, мастер Будда Варман,
который совершил перевод Авадамсака Сутры, он завершил этот во время правления императора Юаньци, это восточная династия Цинь. Однако сам процесс завершения перевода был осуществлен только 1,5 года спустя, уже во время правления следующей династии Liu Song. То есть это редактирование заняло 1,5 года. Другой пример — это пример Кумарадживы, который перевел Дhyana Сутру, и процесс редактирования занял даже больше, чем это. Этот процесс занял 6 лет. Он также начал его во время правления западной династии Цинь, но завершил уже во время правления следующей династии Хongши. Почему? Потому что результатом перевода есть произведенный текст. И если текст будет несовершенным, тогда все последующие учения на основе этого текста не будут иметь успеха. К примеру, мастер Парамарта, который перевел Абхидхарма Кошу, сокровищницу Абхидхармы, на следующий год его ученики попросили его отредактировать, изменить этот перевод. И почему? В чем была причина? Причина была в том, что ученики Парамарты не могли доскональным образом объяснить какие-то моменты, какие-то параграфы в этом переводе. И это послужило причиной для того, чтобы посчитать, что перевод не был совершенным, что перевод требовал дальнейшего усовершенствования, дальнейшего изменения, для того, чтобы изменить его, брать оттуда те параграфы, которые были трудными для понимания. И это еще один такой прямой пример. И следующий это период правления династии Суи и Танг. И этот период также называется периодом исследовательских групп, либо групп по изучению Дharma. Есть один текст, который называется «Биографии выдающихся монахов». И в нем говорится, что во время Фу и Яо было приблизительно 3000 переводчиков Писаний Дharмы, тогда как во время правления Великой династии Танг было всего 20 таких основных переводчиков. О чем это нам говорит? Это говорит нам о том, что во время этой периода фрагментации, когда этот период фрагментации, раздробленности закончился, и Китай был снова собран под единым правлением династии Суи, эти все ограничения для путешествий были устранены. Во время фрагментации периода раздробленности было особенно тяжело путешествовать. Однако сейчас стало легче путешествовать. И поскольку путешествия стали легче, это могло привести к тому, что еще больше людей вступали в переводческие школы. Однако мы видим, что
Если раньше были тысячи людей, то сейчас это всего лишь несколько десятков людей, 20 людей, как упоминается в предыдущем цитируемом фрагменте. И, к примеру, переводчик Суан Цань, который перевел тысячи страниц Писания, и другие переводчики также переводили так много. То есть, если раньше это были тысячи переводчиков во время правления династии Танг, это было всего лишь 20 главных переводчиков. Такое изменение. И у нас, возможно, возникнет вопрос, почему так? И мы также можем сравнить это с деятельностью мастера Кумараджива. Говорится, что мастер Кумараджива перевел примерно 300 томов, тогда как Сюань Цань перевел 3000. То есть он перевел намного больше. Но у Кумараджива было 3000 помощников, тогда как у Сюань Цаня было всего лишь несколько помощников. И как же это возможно? Это вкратце объясняется в тексте, который называется «Жизнь Чиена». И прежде всего в этом тексте говорится, что в переводческих школах были охранники на воротах, которые охраняли всех присутствующих. И эти охранники были введены правительством, то есть правительством, император. Они не хотели, чтобы люди, которые не были причастны к процессу перевода, пребывали в этих школах. То есть если раньше любой человек, кто хотел, мог войти в переводческую школу, то сейчас это было не так. На воротах стояли охранники и никого не пускали. То есть, к примеру, например, Тань Шанцанга было 23 помощника, и вся работа была разделена между 23 людьми, и лишь эти 23 человека допускались на территорию переводческой школы. И никто другой туда не допускался. Однако, кто были эти 23 люди, 23 человека? Эти 23 человека были самыми выдающимися учеными из всех уголков империи. Это не были просто какие-то люди. То есть это собрание 23 человек, это было собрание наиболее выдающихся ученых. Именно это было ключевым отличием от собрания прошлых переводческих школ в прошлом. Вы видите, что если раньше в переводческой школе присутствовали разные люди, просто ученики, то сейчас в ней присутствовали лишь ученые. И перед началом правления династии Суй все эти тысячи людей присутствовали на территории переводческой школы. Кроме того, они делали заметки, они участвовали в процессе дискуссии по поводу решения, принятия решений в вопросах терминологии. И, как я уже объяснил, это было также благотворно для процесса перевода. И главная причина, почему это было так, поскольку заключается в том, что в то время очень мало людей в Китае знали санскрит. Однако со временем все больше и больше людей изучило санскрит. Знания санскрита широко распространились в Китае. И сам уровень знания, изучения санскрита стал высоким. И появилось много китайских ученых, поводов доскональным образом знали санскрит. По этой причине уже не было повода, не было никакого
обоснование для того, чтобы использовать старые методы перевода. Кроме того, как я уже отмечал, этот переводческий процесс сопровождался бесконечными дискуссиями, бесконечными присутствующих мог быть различный уровень развития интеллекта, понимания и опыта. Поэтому эти все различные люди, собранные вместе, они могли спрашивать о разных вещах, и, возможно, все их вопросы были полезны для процесса перевода. И поэтому этот процесс перевода приводил к большой трате времени, к бессмысленных дискуссий, либо дискуссий, которые на самом деле не имели какой-то важности для самого процесса перевода. И эти первые переводческие школы — это были такие демократические организации, любой человек мог туда прийти, и большинство людей приходило туда изучать дарму, то есть они не обладали какими-то особыми качествами для перевода. И кроме того, нужно понимать, что, возможно, не все люди приходили в эти места ради дармы. Почему? Потому что императоры, правители, местные правительства, они поддерживали эти школы перевода, финансировали их. Они делали богатые подношения, например, подношения еды и других материальных вещей. И, возможно, это многие люди видели в этом прибыль, искали возможность приобрести какие-то материальные вещи, еду, пищу, одежду и так далее. Именно поэтому они переходили в переводческие школы. И были не одинокими моменты, когда собравшиеся на самом деле не интересовались дармой. Есть такое упоминание о мастере по имени Сэнгин, что когда он учил дарме, то слушатели использовали время вопросов и ответов для того, чтобы проявить свое неуважение к этому мастеру. То есть на самом деле они не интересовались то, чем он учил, лишь только хотели как-то унизить его самого. Поэтому есть много таких историй, которые говорят нам о том, что это несколько тысяч людей, собравшихся в переводческой школе, что, возможно, это не было таким уж хорошим и благоприятным для процесса перевода. Поэтому во время правления династии Шуй этот процесс был изменен, и лишь избранные помощники начали принимать участие в самом процессе перевода. Тогда возникает вопрос, а кто-то мог стать избранным помощником? Кто избирал помощников? И говорится, что со времени правления восточной династии Цинь начали избираться так называемые лидеры Сангхи, Сэнгшэнг. Это такой высокий термин, который называется, который может быть переведен как божественные представители, то есть это божественные управляющие, которые управляют людьми на земле. Но какой бы термин не был использован на китайском, смысл этого был в том, что это был просто лидер Сангхи, тот, кто принимал решения
в жизни Сангхи, глава Сангхи, лидер Сангхи. Они могли называться по-разному. И главное в том, что именно этот лидер, либо глава Сангхи, обладал полномочиями избирать лучших помощников для процесса перевода. Именно этот человек, который был выбран всеми монахами как главный, над ними управляющий, именно он мог выбрать помощников для перевода. И необходимо было иметь двумя квалификациями, двумя качествами для того, чтобы быть избранным на эту должность. И главное это знание как буддизма, так и конфуцианства. И то есть необходима полнота знания как буддизма, так и конфуцианства. А второе, то есть как буддизма, так и конфуцианства. То есть оба эти образования. То есть такой человек должен был иметь полное образование в сфере буддизма, а также полное образование в сфере конфуцианства. То есть таковы были два главных условия. Буддийское образование означает знать все, что касается надмирского, тогда как конфуцианство касалось всего, что является мирским. Необходимо было знать эти обе составляющие. К примеру, во время начала правления династии Танг было почтение Прабхакара Митра. У него был помощник, которого звали Хуи. Он был очень известен своим выдающимся стилем письма. Он также очень хорошо знал Писание, и его назначили писцом. И также среди помощников Сюаньцаня был корректор по имени Линь Гру. И именно он проверял написанное Сюаньцанем, так он был редактором. Однако из его истории жизни известно, что до того, как он присоединился к переводческой школе, он во всей полноте овладел знанием сути Писания, и он сам был очень искусным учителем Дharмы. И он был очень известным учителем Дharмы, и именно он был назначен помощником, редактором для Сюаньцаня. Среди других редакторов была такая позиция редактор стиля и ясности написания. И Хуи, он был автором трактата, который назывался «Биографии выдающихся монахов». И он также был тем, кто составлял каталог Дианлу Великой династии Танг. И кроме того, он был держателем линии передачи Винай. И другим помощником Сюаньцаня был специалист по грамматике по имени Сюаньин. И он был тем, кто составил словарь китайского языка. Он был знатоком китайской грамматики, а также древнего китайского. И, возможно, он был самым выдающимся ученым грамматики и древнего языка в истории китайского буддизма. То есть мы видим, что в этих переводческих школах присутствовали немного людей, но все они были особыми.
людьми, они были избранными учеными, очень образованными, знающими. И именно поэтому в этот период переводческие школы стали местом собрания великих ученых. Это были специалисты в своей сфере. Итак, переводческие школы стали местом собрания разных людей. Они превратились в места собрания особых ученых, избранных ученых, наиболее выдающихся ученых. Я думаю, что на этом нам следует остановиться сегодня. Я надеюсь, что то, о чем я рассказываю, полезно для вас, хотя это сложно, но я надеюсь, что, по крайней мере, вам было понятно то, о чем я говорил. И, конечно, можно было бы дополнить еще много всего, но думаю, что этого хватит. На этом давайте посвятим заслугу